Становление системы профилактической работы с несовершеннолетними имеет многолетнюю историю. Данное направление по праву занимает важное место в системе современной полиции. На плечи инспекторов ложится нелегкая обязанность оказания помощи детям, которые лишены родительской опеки. В 2020 году исполнилось 85 лет со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних. На примере Канашского района можно отметить, как качественно проводится данная работа. В приоритете у сотрудников стоит не только выявление таких семей, а главное – предупреждение семей, находящихся в социально опасном положении. Огромная роль при этом уделяется профилактической деятельности. Работа сотрудников ОМВД России по Канашскому району расписана чуть ли не на минуты, так как территория района обширна – 24 сельских поселений и более сотни населенных пунктов. Без должного внимания не должен остаться ни один несовершеннолетний. Огромную роль в системе профилактики занимает посещение учебных заведений. Всего в районе 29 школ, где обучается более 3000 детей. Необходимо отметить, что тесный контакт налажен с педагогами общеобразовательных учреждений. В учреждениях разрабатывается индивидуальная программа реабилитации несовершеннолетних, и согласно этим программам разрабатывается специальный план работы. В этом году мы организовали встречу с кадетами общеобразовательных учреждений Канашского района. В Канашском районе у нас в 3 общеобразовательных учреждениях имеются кадетские классы и ведутся работы, профилактические работы именно вот с такими тяжелыми детьми. Также мы организовали в этом году выезд в город Чебоксары, музей МВД Чувашской республики. Эта поездка показала, что ребята очень интересно посещать такие организации, и после этих организаций у них глаза горят, и у них появляется мечта именно встать на правильный путь, выбрать именно определенную профессию. И во многом этом также помогают нам психологи. Психологи встречаются с несовершеннолетними, проводят с ними беседы, тренинги, посвященные по подготовке к ЕГЭ, к единым государственным экзаменам, по профилактике суицида и по различным другим тематическим направлениям. Тесный контакт субъекта профилактики дает нам положительные результаты. Очень многие дети встают на правильный путь, и родители благодарны специалистам. В стенах школ бесспорно проводятся как открытые уроки и выступления, так и дискуссии, направленные на предупреждение противоправных действий. Обязанность и ответственность – 2 понятия, которые дети должны знать с юности, чтобы в будущем не попадать под внимание правоохранительных служб. Куратором данного направления в районе выступает заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Любовь Антонова. Сотрудник с многолетним опытом работы. Не понаслышке знает методы и методики общения с ребятами. Также она на протяжении нескольких лет ведет передачу по сводкам ОМВД на канашском телевидении, где информирует и предупреждает об ответственности за противоправные деяния. Бесспорно, огромную работу выполняют инспекторы ПДН, капитан полиции Алиса Иванова и лейтенант полиции Алсу Хамитова. Как подсказывает статистика за январь-февраль 2020 года, на территории Канашского района несовершеннолетними преступлений не совершено, что бесспорно свидетельствует о грамотной работе сотрудников. На сегодняшний день на учете ПДН состоят 28 подростков, правонарушителей и 53 неблагополучные семьи, в которых воспитывается 121 ребенок. Каждого подучетного инспекторы знают по имени. С ними проводят не только профилактические беседы, но и вместе с волонтерами привозят необходимые вещи, принадлежности для подготовки к школе. Проведение акции «Полицейский Дед Мороз» стал традиционным не только в республике, но и в Канашском районе. Ежегодно в преддверии Нового года сладкие подарки получают детишки из семей, попавших во внимание ПДН. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними инспекторами ПДН совместно с субъектами профилактики еженедельно проводятся рейды. Проверяются подростки, неблагополучные семьи. Моя работа как специалиста по делам молодежи тесно связана с инспекторами по делам несовершеннолетних ОМВД России по Канашскому району. Ежегодно проводятся мероприятия спортивного характера, встречи, беседы. Вовлекаем ребят в волонтерскую деятельность. Волонтеры закреплены за подотчетными лицами, показывая им свой пример. Я считаю, что именно работая в тесном взаимодействии решаются поставленные задачи.
Стоит отметить, что данная работа проводится в тесном взаимодействии с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Канашского района. Также мы отмечаем, что специфика работы инспекторов по делам несовершеннолетних имеет существенные особенности по сравнению с сотрудниками других служб и подразделений органов внутренних дел. Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних носит универсальный характер и требует не только высокого профессионализма и решительности, но и смелых педагогических навыков.